Шамиль, значит, вступление, куплет, проигрыш, куплет, проигрыш и концовка. Шамиль Искужин. Увлечение. Музыка, столярное дело. Диагноз. Крайний стеноз, черепно-лицевой дизастоз. Девиз. Больше дела, меньше слов. Шамиль Искужин, Угольчицкий район, село Раково. На конкурсе «Созвездие талантов» на гала-концерте мы получили, нам дали 2-е место. И приз у нас был части телевизионной программе. Ну, для нас это что-то новое. И новое, совсем новое. Шамилька, конечно, ждал, когда увидели его все по телевидению в Уфе. Мне нравится участвовать на сцене и в конкурсах, потому что все будут радоваться, что я вот играю на баяне. Я его в руки беру, но когда у меня свободное время есть там. И у него хороший звук. В номинации «Музыкальное искусство от 5 до 10 лет» 2-е место занимает Искужин Шамиль. Педагог Камалеев Дмитрий Витальевич, наставник, народный артист Республики Башкортостан Гали Алтынбаев. Молодец, спасибо. Эти аплодисменты для тебя. Шамиль, вот, изумительный мальчик. У него там минусовка была, очень громко записанная. Поиграли вдвоем. Я говорю, ты давай выбирай, со мной будешь играть или же будешь играть вот под минус. Он говорит, с вами, вот такими глазами удивительными, честными. И поэтому вот он сейчас вышел вот так завороженный. Мне кажется, вот это самое наше дело. У Шамиля диагноз крайний стеноз. Это редкое генетическое заболевание, обусловленное сочетанием недоразвития черепных костей и тут же преждевременное зарастание черепных швов. Если очень серьезное заболевание, то черепная коробка не успевает за мозгом расти. Каждый год ездим проверяться, это все снимает, там это врач уже у нас. Лечение принимали с детства, работали над речью, логопедами, ездили в санатории, ездили в реабилитационные центры. Помогло очень, специалисты там хорошие были. С Шамилем мы познакомились в группе «Малышок». Это подготовительная школа. Дети с садиков, из дома приходят заниматься в октябре месяце. Шамиль удивил нас тем, что он уже пришел, знал буквы, читал по слогам, у него были развиты вычислительные навыки. Ребенок был очень активный, общительный, очень исполнительный, очень переживал за свои неудачи и подружился с ребятами. На уроках Шамиль очень активен, всегда поднимает руку, всегда готовит домашние задания, очень внимательный, чуткий, отзывчивый ребенок. Другие члены предложения. Нет, Ильгам? Ну, я дружу в школе. Мы играем на переменах в классе. На коридор не выходим. Раз там бегаем в классе, разговариваем с ребятами. На необычную внешность Шамиля ребята реагировали спокойно. Только одна девочка спросила после уроков, подошла ко мне тихо, а почему у Шамиля такие большие глаза? И ей объяснила, что люди бывают с разной внешностью. Она это поняла, и больше таких вопросов не было. Ну, он так-то вот одноклассники, как я понял, это к нему нормально относятся, вот что это радует меня. Но вот когда у нас же вот в школе как бы там начальный класс отдельное здание,
А уже в этом году они уже в большое здание начали ходить, это где старшеклассники. Говорят, некоторые, посматривают, но больно, чтобы смеяться, такого не говорила. Может, это как-то понимают дети, что это есть что-то у него. Да, бывает, что придет там, например, посмеялись там или пальцем показали. Я говорю: Шамиль, успокойся, возьми себя в руки, голову подними и иди вперед, не переживай. Мое первое знакомство с Шамилем состоялось на вступительных экзаменах в нашу Мраковскую детскую школу искусств имени Зайнам Биишевой. И мы проверяем слух, ритм, музыкальную память. Все эти данные у него очень хорошие, поэтому вообще не было речи о том, чтобы в какую-то специальную группу его принимать. Я в музыкалку хожу, меня там учат 30 минут, и меня там не мучают. Раз, и теперь правой ручкой сыграй-ка. Правой ручкой то же самое сыграй-ка. До и ми, да? Держим. Раз, и два, и. Раз, и два, и. И какой аккорд у нас здесь? До мажорный аккорд, да? Раз, и два, и три, и четыре, и. Хорошо, отлично. Самая главная поддержка, Шамиль, это родители. Ведь без поддержки, без инициативы родителей, особенно мамы, не было бы никакого успеха Шамиля. Конечно же, вот эта благоприятная атмосфера, дружеская атмосфера в их семье положительно влияет на Шамиля, на его развитие, на его эмоциональное состояние. И поэтому у него и в нашей школе большие успехи. На конкурсах принимать участие идею подала, скорее всего, мама, а наш преподаватель Айгуль Рашидовна Баязитова, она поддержала эту идею как человек творческий. А вот его усердие как раз и есть предпосылка к тому, чтобы участвовать на конкурсах. И мы не оставляем надежды, что, может быть, возможно, в будущем в нашу школу придет замена в качестве Шамиля, может быть, даже на мое место. Честно говоря, у меня самого мечта была в детстве на гармонии играть. Как бы это... У меня просто возможности не было. Возможность есть, это самое решили отдать музыкальное. Ну, его попробовали, говорят, это он будет играть. Так и начал играть, ему нравится, по крайней мере, этим заниматься. Шамиль он у нас добрый, внимательный, общительный. По хозяйству, по дому, чем помогу. Я тоже с своей стороны хочу, всегда стараюсь, чтобы он с папой своим ходил, потому что он же мужчина, и все равно папа больше научит, чем я. Ну, Шамилю он нравится, он любит вот как бы что-то сам все своими руками делать. Вот. Сперва у него началось вот лего, он просил. Но потом он чуть подрос, он уже начал со мной возиться тоже. То ему надо свой, чтобы молоток у него был, ножовка была. Вот потихоньку по дереву тоже любит заниматься. Бери, как я тебя учил. Давай аккуратненько. Сюда вот поставь. Так вот, все, давай. Вот. Давай, как я учил. Ничего. Вот. Все, теперь на место ложи. Все. Да, вот. Теперь можно один на один, да, там готово. Я обратила внимание на то, что вот его отличает вот присущие взрослым мужчинам такие качества, как
уравновешенность, какое-то чувство стержня, какая-то надежность. Рядом с ним очень тепло. Вот, знаете, ощущение, что рядом с тобой мужчина. Маленький, но это мужчина. У него замечательная мама с папой. Я знаю его бабушку, дедушку. Это замечательные люди, трудолюбивые, открытые. И я думаю, что вот это идет из семьи. Мимо. Я подсматривала. На будущее он видит себя, он любит животных, любит, хочет быть врачом. Мы, как бы сказать, вот иногда у нас, когда мы вдвоем остаемся, вот он начинает вопрос, он, честно говоря, вот он, мне что нравится, он сам наводит на какие-то мысли, вот я ему объясняю, вот, что вот надо работать своими руками, ни на кого не надеяться, только на себя. Вот. Даже вот я говорю, вот ты на баяне играешь, говорю, это уже, говорю, ты заработаешь себе на кусок хлеба по-любому, блин. Второе место в номинации «Музыкально-исполнительское искусство» от 5 до 10 лет присуждается Шамилю Искужину, Кугарчинский район, наставник, народный артист Республики Башкортостан Халид Фатыхов. Мне нравится выступать, потому что вот все тебя слушают. Мне нравится, что слушать мою музыку, мне нравится это. Еще мне нравится вот этот, когда снимают тебя в телевизоре ты снимаешь, мне еще это нравится.